Хорошее дело, последний день. Чего? Последний день, ты чего? Последний день. Чего? Извините, по заказу пока не едем. Нет, по заказу пока не едем, извините. Надо человека поймать. Только что сбили человека, не видели вы что ли? И уехали. Вы не волнуйтесь, я вас потом увезу, все хорошо будет. Только что сбили человека. Уехал, то, что у меня как бы за 20 лет первая авария, и тем более с человеком. Стрессовая ситуация какая-то у меня такая получилась. А как произошел наезд на пешехода? Но я его заметил уже после, когда я уже обогнал Ларгус. И он видел пешехода, он думал, я проеду, а он ускорился в самый последний момент. Удар сразу? Да, удар был. Не смог, вы пытались остановить? Там же я не успевал все равно. Нет, я ехал, где-то 50-60 ехал я. Метров 400 я проехал, меня таксист догнал, то есть я остановился сам уже, и он меня догнал. Я вышел из машины, меня трясло всего, я даже, ну как бы такая ситуация для меня впервые. Испугались? Ну в голове все у меня перевернулось, все, не знаю, я не знал, о чем думать даже. А сотрудников госавтоинспекции почему не вызвали скорую помощь на место происшествия? Я первый раз в такой ситуации, когда не знал вообще, что делать. А ваше состояние какое было на момент ДТП? Что-то употребляли? Усталое? Что-то употребляли? Нет. Накануне? 3-го вечера. Что употребляли, в каком количестве накануне? Ну, грамм 150 водки, наверное. Это ночью 3-го было. Пассажиры с вами были в автомобиле? Нет, я не работал, в тот день не работал, не отмечался, на линии не вставал. Дома находились до момента прихода к вам сотрудников госавтоинспекции. А почему сами не явились? То есть вы скрывались же определенное время? Телефона не было, как бы не скрывался, я позвонил ему в понедельник. Кому? Инспектору. Сказал, что приеду не в этот день, а в тот. То есть какое время прошло после? Недели. То есть неделю вы не заявляли в органы полиции? А с чем это было связано? А, то, что не появлялся? Да, сами почему не пришли? Я уже знал на следующий день, что меня уже все знают, все. Ну, узнали, Как почему? бы снимал стресс алкоголем, и поэтому в таком состоянии не хотел показываться. При задержании, когда к вам подошли сотрудники госавтоинспекции, вы сопротивления не оказывали? Нет. Письмо полностью. Поступок свой осознаем. Больше мне ничего не бывает. Суд удаляется в совещательную комнату. Российской Федерации административных правонарушениях установил 4 мая 2015 года около 22 часов 9 минут у дома 6 по улице Наважимого города Ижевска, управляя транспортным средством Renault Logan, госномер
стал участником ДТП, однако в нарушении пункта 2.5 правил дорожного движения оставил место дорожно-транспортного происшествия. Данные обстоятельства подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, которые являются допустимыми, относимыми и достаточными для разрешения дела. В результате движения автомобиля под управлением нарушителя произошел наезд на пешехода, который получил телесные повреждения, характер ушибленной раны в затылочной области, кровоподтеки, ссадины в верхней и нижней конечностях, ссадины в левой теменной области. Таким образом, в данном случае имело место дорожно-транспортное происшествие, поскольку в процессе движения автомобиля пострадал человек. Поскольку после произошедшего ДТП оставил место ДТП, не выполнив требования пункта 2.5 правил дорожного движения, сознательно проигнорировал возложенную на него обязанность, в его действиях имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12-27 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Данное правонарушение существенно нарушает установленный порядок управления, а также общественные отношения в области безопасности дорожного движения. Ранее привлекался к административной ответственности в области безопасности дорожного движения, предусмотренной статьей 4.6 КоАП РФ срок не истек, в связи с чем имеется отягчающая административную ответственность обстоятельства повторное совершение однородного административного правонарушения. Смягчающих административную ответственность обстоятельств суд не усматривает. Руководствуясь статьями 29.9, 29.11 КоАП РФ, мировой судья постановил привлечь к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренной частью 2 статьи 12-27 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. В течение срока лишения права управления транспортными средствами, начиная со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. В течение 3 дней со дня вступления в законную силу постановления лицо, лишенное права управления транспортными средствами, должно сдать водительское удостоверение в ГИБДД, а в случае его утраты заявить об этом в ГИБДД в тот же срок. Постановление может быть обжаловано в Ленинский районный суд города Ижевска в течение 10 суток со дня получения копии постановления. Вам понятно наказание? Да, Срок и порядок обжалования понятен? понятно. Судебное заседание закрыто.